Премия Сахарова, присуждаемая Европейским парламентом борцам за свободу мысли, лауреатом которой стал Ильхам Тохти, была вручена его дочери, так как академик находится в китайской тюрьме. Во время церемонии вручения, которая прошла в Страсбурге, Джевхер Тохти сделала следующее заявление. «Я не знаю, где содержится мой отец. Его, как и большинство уйгуров, обвинили в радикализме». В 2014 году академик и профессор Ильхам Тохти был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в разжигании межнациональной розни, поддержке агрессии и агитации террора. Согласно сообщению Вашингтон-Пост, китайские власти эксплуатируют узников, содержащихся в скандально известных лагерях, расположенных в Восточном Туркестане. В статье указывается, что среди тех, кто вынужден работать в тяжелых условиях всего за $175 в месяц, немало бизнесменов, талантливых людей и ученых. Трудовые узники работают, не покладая рук, под наблюдением полиции и видеокамер. Ссылаясь на исследование Адриана Зенса, издание пишет, что большинство узников трудится в производственных предприятиях и фабриках, которые находятся непосредственно на территории концентрационных лагерей. Помощник премьер-министра Индонезии Маруф Амин призвал Китай, обвиняемый в репрессиях и геноциде уйгуров, к большей открытости по данному вопросу. Комментируя вопрос концентрационных лагерей, называемых Китаем учебными центрами, Амин сделал следующее заявление. «Мы за соблюдение прав человека и призываем Китай быть открытым по вопросу жестокого отношения к уйгурам». Генеральный совет Палаты представителей США собрался для рассмотрения предложений по отставке Трампа, обвиняемого Палатой в превышении должностных полномочий и вмешательстве в деятельность Конгресса. После Эндрю Джонсона и Билла Клинтона Трамп стал третьим президентом США, в отношении которого будет рассмотрено предложение об отстранении от должности. В свою очередь Трамп заявил, что это несправедливо, и попросил помолиться за него. В столице Малайзии начался саммит Куала-Лумпур-2019. Вступительная речь на церемонии открытия была произнесена премьер-министром Малайзии Махатиром Мухаммедом, который проинформировал прессу и участников о целях саммита и содержании рассматриваемых вопросов. Напомнив, что целью собрания является развитие и прогресс мусульманских стран, премьер-министр Малайзии заявил, что ожидает от саммита реальных решений, которые помогут ускорить процесс развития и укрепления позиций мусульманских стран.